исходя из того исследования, которое провела ваша организация, и, ну, я бы, наверное, может быть, не совсем подходящее слово, и моды выдвигаться независимым кандидатом, которые существуют на протяжении всей истории Народного собрания автономии, как бы вы смогли объяснить, почему, кроме того, что возможно, что боятся негативного какого-то следа партии, но, к примеру, партия социалистов имеет достаточно большие рейтинги в Гагаузии, и в то же время с чем вы связываете лично, что кандидаты предпочитают быть независимыми? Ну, смотрите, я думаю, что это предмет, скажем, отдельного исследования, да? Почему кандидаты предпочитают идти на выборах как независимые. Я могу это объяснить следующим. Но опять же повторюсь, да, это предмет для отдельного исследования. Я вообще считаю, что центр должен разрешить возможность создания региональных политических партий. Потому что АТО Гагаузия — это политическая автономия, это территориальная автономия. Органы власти, которые формируются совершенно по другим принципам и правилам, как органы власти в других административно-территориальных единицах второго уровня. В других районах есть просто советы, у нас есть Башкан, исполнительный комитет, Народное собрание. И у Гагаузии своя политическая, внутренняя политическая повестка дня. И ни одна политическая партия, даже те политические партии, которые пользуются популярностью на территории Гагаузии, не предлагают ничего для Гагаузии. Они не понимают внутренний контекст Гагаузии. Они находятся в погоне за голосами жителей Гагаузии только на выборах в парламент Республики Молдова. Но для Гагаузии они ничего не предлагают. Да? И это избиратель чувствует, избиратель это понимает. То есть партия социалистов или наша партия, и другие партии, до этого партия коммунистов, могут прийти к избирателям и говорить только в общих чертах, о каких-то общих вещах. Там, да? Мы там хотим дружить с Россией, мы не очень любим Запад и так далее. Но что конкретно они предлагают для Гагаузии, для статуса Гагаузии, для экономического развития Гагаузии, для социального развития Гагаузии? Ни одна из этих политических партий ничего не предлагает. Потому что это не местные партии, они не понимают контекст. Во всех территориальных автономиях есть свои местные политические партии. В том же Оландах, в том же Южном Тироле, в тех же автономиях в Испании, там везде есть свои внутренние политические партии, которые формируют политическую повестку дня, аккумулируют идеи населения, да, и трансформируют их в конкретную политическую доктрину, которая отражает интерес автономии. Я думаю, то же самое должно произойти в Гагаузии. Мы должны разрешить создание региональных политических партий, для того, чтобы у центра был свой политический игрок в регионе, который будет, скажем, выражать волю народа в какой-то конкретной политической программе. Сегодня ни у одной политической партии, даже партии социалистов и нашей партии, нет конкретной политической программы для Гагаузии. Ее нету. А выборы в Народное собрание — это выборы в политический орган автономии. Это выборы, которые касаются непосредственно автономии. И никто никакой политической повестки дня для этого политического процесса не предлагает. И я думаю, что если бы у нас была региональная политическая партия, и помните, да, у нас буквально, чем мне не нравится нынешняя политическая ландшафт Гагаузии, тем, что вообще непонятно, какие политические игроки, какое место играют и что продвигают. Когда, допустим, были выборы на 4-го созыва или 5-го созыва, там было все ясно. У нас были 3 политические силы. Это Центральная партия коммунистов, Новая Гагаузия и Единая Гагаузия. И никто из кандидатов не стеснялся, да, те, кто поддерживали эти политические формирования. 2 из них были просто общественные движения. Никто из них, если он был членом этого движения и его поддерживал это движение, никто из них не стеснялся выходить и говорить, что я баллотируюсь, и меня поддерживает именно это движение. Кого-то Новая Гагаузия, кого-то Единая Гагаузия. Потому что людям было четко понятно, да, вот эта вот политическая система координат. Сегодня этого нет, и поэтому избирателю не совсем понятно, кого конкретный кандидат предлагает. И поэтому кандидату не совсем понятно, как себя ориентировать в этой политической оси. Понимаете? Поэтому и возникает вот эта проблема с ассоциацией и выдвижением на должность депутата Народного собрания как независимого, а не от политической партии.